Согласно Юго-Осетинской конституции, президент осуществляет общее руководство внешней и внутренней политикой, определяя международный курс развития государства. Взаимоотношения Абхазии и Южной Осетии смело можно назвать дружественными. Основой этой дружбы стала взаимная поддержка в освободительной борьбе двух народов. Как повлияет избрание нового президента в Осетии на отношения двух стран? И повлияет ли вообще? Именно с такими вопросами мы обратились к представителям экспертного сообщества Абхазии. Я не думаю, что вообще какие-либо обстоятельства способны нарушить или как-то повлиять на наши дружеские, братские отношения с народом Южной Осетии. Нас связывает многовековая дружба, вы знаете, что и в ней таких непростых испытаний для нас. Наши братья с Южной Осетии были здесь, воевали здесь, стояли рядом с нами. И это такой фундамент, который невозможно расшатать. Я думаю, что наши отношения будут развиваться очень позитивно, так, динамично. И надеюсь, что и в экономической плоскости, и в плоскости культурного обмена, студенческого обмена мы еще шагнем вперед. На мой взгляд, это невозможно, изменение отношений. По крайней мере, в худшую сторону это невозможно, потому что у нас с Осетией сложились давние братские отношения. Мы давно общаемся, знаем друг друга, и никаких предпосылок для того, чтобы у нас ухудшались отношения, честно говоря, я не вижу. Еще будучи спикером парламента, Анатолий Бибилов говорил о том, что население Южной Осетии в большинстве своем хочет войти в состав России. Спустя несколько дней после оглашения предварительных результатов голосования на президентских выборах, Анатолий Бибилов заявил, что намерен обсудить с Москвой вхождение Южной Осетии в состав Российской Федерации. Если я не ошибаюсь, сейчас в 2014 и 2015 году и парламент Южной Осетии, и уже бывший президент говорили о том, что такая перспектива возможна. И в этом плане вновь избранный президент только подтвердил эту линию. Конечно, совершенно очевидно, что осетины представляют собой разделенный народ. Разделенный народ – это такой народ, который испытывает постоянное обоснованное желание к объединению. Видимо, вероятнее всего, у наших братьев осетин есть такое желание объединиться. Так как осуществить этот объединительный проект в рамках полностью независимого государства затруднительно, это противоречит Конституции Российской Федерации. Так, вероятнее всего, конечно, проект объединения этих народов в составе Российской Федерации. Но это желание, желание этого народа, но насколько оно осуществимо, насколько то трудно сказать. Ситуация в Южной Осетии разделенного народа, территориально разделенного народа никоим образом не проецируется на Абхазию, потому что у нас народ осуществляет управление в рамках единой территориальной единицы. На выборах президента Южной Осетии в качестве наблюдателей присутствовала и делегация из Абхазии. По словам председателя ЦИК Абхазии Тамаза Гогия, принявшего участие в мониторинге выборов президента, наблюдалась активная явка избирателей, которая составила более 60%. Стоит отметить, что выборы проходили и в посольстве Южной Осетии в Абхазии. Проголосовало более 50 человек. Инаугурация избранного президента Южной Осетии запланирована на 22 апреля. Саид Барганджи, Саида Гухава, Абхазское телевидение.